Летом не то что ужасно, вообще невозможно, когда проходишь и стараешься рот затыкать. Прям в себя вся эта вонь идет. Татьяна Самохвалова 4 года живет в 39-м доме Насибгата Хакима. Говорит, запах такой, что окна не откроешь, квартиру не проветришь. Мешает, конечно, очень. Во-первых, вот эта вот вонь. И это уже длится 2-й год, насколько я помню. И то, что неудобно, перекрыли вот здесь вот движение. Вот у нас получается только один заезд и выезд. Когда это все сделают, понятия не имею. Воняет очень сильно. Виной всему затянувшийся ремонт 3-го северного коллектора. Вопрос для казанцев наболевший. Здесь нужно отремонтировать больше 2 километров сетей. Только в прошлом году 25 провалов. Грунт не выдерживает прорывов. Завершить ремонт и покончить с запахом обещали к концу 2022-го. Теперь срок сдвинули еще на год. Ни приехать, ни подъехать, никакие службы не приедут, вот так случись что, да. Потом здесь постоянно перерыто и перекопано, ты не проехать, ни с коляской уж, понятное дело, так вообще людям, которые маломобильные, они вообще не могут. Ну, запах – это самое главное. Запах – это самое главное. На самом деле запах отравляет. Откуда ты знаешь, какие содержания веществ там? Комаров очень много. Ходить это пахнет ужас. Когда ветер с этой стороны дует, из окна нельзя открыть. Сильный запах. Городские власти называют состояние коллектора критическим. Построен он в 80-е годы, износ стопроцентный, говорят в водоканале. Сейчас здесь работают 120 человек и 50 единиц техники. Однако ремонт может затянуться. У нас иногда аварии, которые происходят, вот буквально в марте месяце текущего года возле жилого комплекса «Магеллан» произошел провал. То есть его открыто так не оставишь, приходится с реконструкции снимать подрядчиков и ставить на ту часть, которая у нас провалена, чтобы ее временно отремонтировать, потом приступить к остальным работам. Большинство трубопроводов проложены в прошлом веке. Самый старый в 30-е годы. Изношенность 70%. Только в 2022-м произошло более 1200 аварий. В этом году на капремонт сетей потратят почти 3 миллиарда рублей. Это в 2 раза больше, чем в прошлом. Реконструкция северного коллектора изначально в обозначенные сроки сдвигается по причине того, что возникают новые провалы. Это не только поиск финансовых, но прежде всего трудовых ресурсов. Работа по санации коллектора сложная и трудоемкая. Главная причина, что не может водоканал остановить по канализования само, поэтому делаются обводные пути, как слышно, временные перекачивающие трубопровода 4 километра. Ломжинская, Сахарова, Красикова, Халитова. Более 10 улиц, и это порядка 28 километров сетей водоснабжения и канализации. Их в этом году обещают отремонтировать. Ремонт будет и на улице Толстого. И нужно сказать, что здесь водопровод проходит прямо посередине проезжей части. А значит, дорогу придется перекопать и ограничить движение. Сейчас столичные власти ждут федеральную программу по строительству и ремонту в сфере ЖКХ. О ее старте объявил Владимир Путин. В течение 10 лет из бюджета страны выделят 4,5 триллионов рублей. Какая сумма придет в Татарстан и Казань, пока не ясно. Алия Хайрудинова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань.